Лия Ильгизовна, добрый день. Здравствуйте. Мы вот видим необычный стенд с детской одеждой, представлен здесь на Экспо в рамках форума сообщества. Честно признаюсь, мама двух детей, но никогда не видела такую одежду. Вот расскажите о своем проекте, что значит GT Dress? Вот GT Dress – это аббревиатура моего сына, Гайнан Тимур. В 2009 году родила ребенка. К сожалению, вот у нас судовая травма, да, он сейчас у нас инвалид. И я столкнулась с проблематикой, что мне тяжело пользоваться теми благами, которые существуют, там, допустим, реабилитационными центрами, там, даже погулять я не могла выйти, потому что не было одежды для него подходящей. Он в рост как-то рос, мышечную массу он не набирал, он был очень худенький, и, то есть я не могла штанов найти никаких для него, да, у него там все с него слетало. Вечно я его поднимала с коляски, у него задирала спина, текли слюни, детский слюнявчик вообще совершенно, нецелесообразно уже выглядел, он на клеенчатой основе, все время все рвалось, очень некрасиво, неэстетично, взгляды привлекала. И я как-то в основном все свое время проводила дома, потому что мне элементарно нечего было одеть. А потом уж я начала сначала с элементарного, с нагрудного платка слюнявчика, вот, который вот представлен здесь. Вот нагрудные платки. Это совсем для маленьких, для обычных детей, для нормотипичных. Это вот уже для разных возрастов, разных размеров. Такие веселые расцветки. Да. Обычно же они такие достаточно скучные бывают, однотонные. Это в виде шарфа, это зимний нагрудный платок, да? Вот. Это у нас, да, это слипы, это для детей, вот традиционные, они вот лежат практически по 1,5 месяца под простынкой и не могут ничего одеть. Это просто наши звезды. Да, вот. Тут застегивать там, где это необходимо. Потом у нас мы столкнулись еще с одной интересной. Потом девочки присоединились ко мне. Вот Мира Ярульна, которая пишет гранты, Лариса, которая общается с мамами, да? И там ведет все продажи. Вы через соцсети, наверное, начали развитие, да? И мы начали узнавать, какая еще есть проблематика, помимо физических недугов. Мы поняли, что, оказывается, люди с ментальными нарушениями, с психикой, они раздеваются, вытаскивают содержимое памперса, изучают интимные места. Надо делать просто комбинезоны с замком сзади. Это подходит и для наших пожилых бабушек, дедушек, которые тоже с деменцией лежат. Вот, они тоже раздеваются. Скажите, пожалуйста, таких детей много в Татарстане? Вообще у нас 5000 детей по Казани только. В Казани 5000 детей, да, с разными заболеваниями. Но я думаю, что интерес к вашей деятельности, к вашей продукции велик не только в Татарстане, но и за пределами их заказа. Да, у нас в этот раз ОНФ выкупил 79 килограмм одежды для своего детского дома. Мончегорский детский дом, это где-то там север вообще, выкупил у нас одежду, да, для своих подопечных. Они вот круги на зиму готовятся, да, круги они очень удобные, когда с хуторами или с гипсом, или уж когда совсем руки спастичные. Вот. У нас обращались с Польшей, Украина, Минск, Беларусь, Турция. В общем, и Турции уже у самой Турции очень много трикотажа. Трикотажа много. Да. Они хотели, чтобы мы шились там. Но самой вот разработки вот этой одежды, и как бы ее нет, не нашли. Наши мамы ездили. А вы по образованию кто? Я юрист. А кто у вас дизайнер-конструктор? Сначала была я, а потом уже мы как-то это все совместно стали дорабатывать. У нас нет у конструкторов понимания вообще, что такое одежда для инвалидов. Нам приходилось это пояснять, привозить этих детей. Я привозила своего сына, своего спастичного. Я говорила, вот давайте оденьте вас сейчас, давайте поймем, где в итоге не получается. То есть вот методом проб. Вот так. Получается, что первые изделия вы дома вручную отшивали? Я сама не умею шить, да, я пуговицу даже пришить не могу. Нет, я пришла в ателье и сказала, давайте, пожалуйста, придумаем. Я устала, мне надо. В общем, вот и так как-то мы. Но сейчас вот этот проект социальный перерос в успешный бизнес? Ну, прям как бизнес, видите, иногда, как бизнес я не могу сказать, что это успешно. Раньше мы уходили в минус, потом мы вышли в ноль. Сейчас у нас есть прибыль, но она небольшая, потому что мы все вкладываем в развитие. Мы закупаем больше ткани, например, да, мы берем какое-то оборудование. То есть пока вот у нас такая расходная часть. Нас очень государство поддерживает. Нас очень поддержал тогда Абдул Ганиев, он был министром экономики, через фонд поддержки предпринимательства. Грантовая история у нас очень хорошо, успешно, с Мира конкретно, вот она, практически у нас все грантовые. Да, и потом нам дали какой-то кредит через фонд поддержки предпринимательства, потом займ, да, микрозайм. И в итоге потом Ильсур Раисович нас поддержал, взял нас под шефство и выделил нам помещение под НКО, под нашу некоммерческую организацию, потому что мы не только шьем, но эту одежду еще и раздаем. То есть мы собираем
отшиваем и раздаем. Либо фонды у нас выкупают, как-то так. Но в действительности ведь нужна поддержка со стороны государства. Раньше, вот я помню, еще лет 15-20 назад были специальные льготы в части налогов. Да? Сегодня мы видим, что зачастую продукция для детей стоит столько же, сколько и для взрослых. А она должна иметь все-таки более низкую цену. Хотя я вот общалась с производителями, они говорят, что усилий приходится вкладывать намного больше именно для производства детской одежды, особенно обуви. Вот сегодня на форуме вы какой хотите поднять вопрос? Какая поддержка нужна на федеральном уровне? Нам вообще информационная нужна поддержка очень. Потому что не все знают, что проблема решена. Все также продолжают мучиться, не все знают. Даже в Казани получается так, что они, когда нас находят, говорят, наконец мы вас нашли. Вот 12 лет у меня ребенку уже, да? Где у вас магазин тогда? У нас производство на Латвийской ТВК 27, туда приходят как шоурум, смотрят. Там и производство, и как бы вот готовая продукция, просто они приходят, смотрят. А так в основном через контакт, Инстаграм и маркетплейсы. Но там, правда, в маркетплейсе у нас не все представлено. Вот. Ну, вот как-то вот Лариса у нас как раз отвечает за это, за Инстаграм, за маркетплейсы, за все вот так большой пласт. А вот в плане социализации, как жизнь вашего сына поменялась? Стало легче, получается? Моего сына, ну, конечно, теперь я могу хотя бы спокойнее как-то его одевать и выходить на улицу, потому что это такая проблема же была не только у меня, они же мне так мама и говорили, нет, не пойду я никуда, например, какая-нибудь встреча, елка, а когда я 7 потов пробью, прежде чем я его одену, я его до судорог доведу, пока я руки разогну, допустим, да? Вот такие вещи, конечно, проще стало с одеждой. Мы же пытаемся, на самом деле, одеждой закрыть два вопроса. Во-первых, состояние самой мамы, то, что у нее эстетичный ребенок, красиво одет. Для каждой мамы же свой ребенок, он самый классный, да, вот. И второй момент, что мы даем им дышать вот полноценной грудью, нормальную жизнь вести свою, да, что они могут куда-то выйти уже и вот пользоваться реабилитационными центрами, вот этими спортзалами. А так, если у тебя нет одежды, ты никуда и не выйдешь, что ты там не строй. Причем одежда, ну, как хлеб практически. Есть же еще и другие дети, которые ставят диагноз там, аутизм, или дети больные синдромом Дауна. Да. А вот для детей аутистов что вы предлагаете? Вот я вам показываю. Там вот сзади, это именно потому, что у них проблема аутистов, физически они же нормальные, здоровые, у них проблемы ментальные, да, они не знают, что нельзя раздеваться, например, да, они вот, директора коррекционных школ говорят, что когда мы только отвернемся к доске, они сразу начинают шерстить в своих интимных местах, да, потому что у них есть доступ. Он однозначно должен быть в определенное время, ну хотя бы от пункта А до пункта Б, чтобы они добрались, надо вот А еще покажите, вот какие у вас изделия есть. Вот куртки я вижу, очень необычные расцветки. это? Да, или это комбинезон. Это куртка, да. О, какая Вот куртка. она вот так простегивается. Ага. Одевается через голову, то есть ручки такие слабые, можно легко просунуть вперед, накинуть через голову. Да, и вот так вот надеть. Так проще, чем Да, вот так одевать. придержать ребенка вот так и застегнуть одной рукой. Вот тут у нас шпилька классная тоже. А по себестоимости, по стоимости? А стоимость у нас такая же, как и в магазинах, наверное, да? Ну, вот, грубо говоря, куртка там 4 500 стоит, да, это около там 4. Вот ортопедические штаны, вот это ФСС, как раз они могут возмещать, могут купить, потому что в перечень ВПР, индивидуальной программы ребенка-инвалида, входят ортопедические штаны. Они могут у нас купить, получить чек и возместить это ФСС. Вот. Да, очень удобно. А вот ваша семья ведь еще дочь есть? Да. Как вот складываются отношения? Ой, она обожает его, она ему там слюнки подтирает, она вообще привыкла, мы же благотворительные обеды постоянно устраиваем, она постоянно в этой, да, как вам сказать, в этой атмосфере, да, находится. И она нормально, то есть почему я хочу, чтобы они уже вышли все на улицы города, чтобы наши дети, они к ним относились нормально, как этот брюнет, этот блондин, этот с ручкой, этот без ручки, допустим, да, они тыкали пальцем, например, смущая маму самого же ребенка. Вот. И вот опять-таки, чтобы их вывести, надо их сначала одеть. И одеть желательно симпатично. Вот, например, в этот раз к нам обращались вот, организация, которая говорит, вот у нас дети с синдромом Дауна, они, говорят, у нас плавают там, какие-то места завоевывают. Ну, они, говорят, как лохи стоят. Ну, то есть, все красиво одеты, а тут Татарстан, они вот в чем попало. Ну, вот отшили Очень красиво. такую форму, да. С национальными элементами. Ну, индивидуально конкретно каждому ребенку шить. А вообще вот есть ли специально что для таких детей в Казани? Ну, вот в
все школы, да, для реабилитации, они, в моем понимании, не очень интересны, они такие более древние. В то же время вот сейчас открываются такие современные школы, как полилингвальная школа Аденар. Вот у вас есть потребность в строительстве и создании нового такого образовательного учреждения? Вы знаете, этим вопросом сейчас очень прям город занялся. Сейчас открываются новые ресурсные классы для детей с аутистическим спектром. Но, к сожалению, мы можем их открывать только в школах, которые старые, где маленькое количество людей. Аутистам тяжело находиться, где очень много людей. Соответственно, мы открываем там, где их поменьше. И они старые, как правило, школы. Соответственно, сейчас как раз вот в бюджет закладываются деньги на ремонт этих классов. Чтобы аутистам все открывается больше и больше. А коррекционные школы, да, мы пытаемся сейчас за счет грантовой программы еще как-то больше обучать этих педагогов. У нас же проблема с тьюторами, с педагогами. Да? Ставки есть, но зарплаты маленькие. Соответственно, мало кто хочет работать. Вопрос большой с кадрами стоит. Тут целая цепочка, на самом деле, да? Над этим сейчас очень активно город и вообще Ваш сын в школе? да, 6 класс, но он на доме. Его в школу я возить не могу, учитель и занимается с ним. Ну, мы желаем успехов вашим Спасибо. проектам, очень важным для всех людей. Я надеюсь, что будет еще и поддержка на федеральном уровне. Аллабиса, да. Спасибо большое. Спасибо вам.